На 44-й сессии Совета ООН по правам человека представители 46 стран подписали обращение Белоруссии, которое заявило, что поддерживает борьбу Коммунистической партии Китая против терроризма и сепаратизма в Восточном Туркестане. Мы высоко ценим меры, принятые Пекином для борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в регионе и действия китайских властей для защиты прав человека. За последние 3,5 года в Синьцзяне не было никаких террористических актов. Китай установил в регионе мир и стабильность, заявили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Пакистан и Палестина. Осудив данную инициативу, депутат Европарламента Рафаэль Глуксман сделал следующее заявление. К сожалению, среди нас есть лидеры, которые молчаливо поддерживают преступления Китая. Вместе с этим в мире немало добросовестных людей, которые выступают против этого произвола. По данным ООН, Государственного департамента США, Human Rights Watch и различных правозащитных организаций, с 2017 года администрацией Пекина в Восточном Туркестане создано около 1300 концентрационных лагерей и тюрем, в которых содержится около 3 миллионов уйгуров и других тюрков. Правительство Восточного Туркестана в изгнании заявило, что около 500 тысяч уйгурских детей, чьи родители находятся в концентрационных лагерях и тюрьмах, были отправлены в детские дома и школы-интернаты, где их подвергают ассимиляции под наблюдением китайских чиновников. Американский актер Брэдли Уитфорд обвинил управление NBA в сотрудничестве с Китаем и безмолвии в отношении преступлений коммунистической партии в Гонконге и Восточном Туркестане. Уважаемая администрация Национальной баскетбольной лиги, вас не волнует то, что произошло в Гонконге? Или то, что китайцы строят концентрационные лагеря для уйгуров? Или же вы демонстрируете принципиальное и отзывчивое отношение, только если оно не влияет на их финансовые отчеты, написал Уитфорд в своем аккаунте в социальной сети. Администрация США готовится запретить китайские социальные сети, в том числе и TikTok. Госсекретарь США Майк Помпео провел оценку китайских социальных сетей, которыми пользуются американцы. Ссылаясь на то, что приложение TikTok представляет большую опасность, Помпео подчеркнул, что правительство США серьезно относится к данной проблеме. Отвечая на вопрос о том, должен ли TikTok быть запрещен или нет, Помпео заявил, что не хочет опережать президента в этом отношении и заверил, что США примут правильное решение. Министр иностранных дел США заявил, что правительство работает над этим вопросом. Обвинив Всемирную организацию здравоохранения в сотрудничестве с Китаем в вопросах борьбы со вспышкой коронавируса, Трамп заявил, что официально вывел США из Всемирной организации здравоохранения. Ранее Всемирная организация здравоохранения, работающая под патронажем ООН и поддерживаемая странами-участницами организации, была ошеломлена обвинениями Трампа. Пока шли споры и обсуждение данного заявления, Трамп сообщил о сокращении финансовой помощи организации. Теперь же Соединенные Штаты объявили о своем официальном выходе из Всемирной организации здравоохранения. На последнем совещании Всемирной организации здравоохранения было отмечено, что эксперты организации отправятся в Ухань, чтобы выяснить подробности происхождения вируса. Президент организации Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что эпидемия еще не достигла своего пика. Подчеркнув, что в минувшие выходные было зарегистрировано только 400 тысяч новых случаев, Гебрейесус заявил, что ежедневно от вируса погибает от 5 до 6 тысяч человек.